У нас, знаете, энергетика стала предметом политических спекуляций, но есть проблемы, которые, на мой взгляд, не стоит политизировать, потому что они важно, не делись, какое правительство и в каком периоде будет этим вопросом заниматься. Я абсолютно убеждена в том, что никакого другого рецепта, кроме как привлечения денег в энергетику, решить вопросы энергетики исключительно популизмом и псевдопатриотизмом физически невозможно. Для того, чтобы содержать энергосистему, нужны деньги. Деньги в Черноморэнерго, к сожалению, на данный момент, который формируется, не соответствуют тем потребностям. Мы 30 лет пользовались социальным тарифом. И к чему привел значит, данный подход, сегодня все прекрасно видят. И проблемы в энергетической сфере, и так называемый энергетический кризис возник не в 2020 году, а задолго до этого. Потому что я, знаете, не хочу сейчас разговаривать эмоционально, но тем не менее хочу обратить внимание на основные вещи. Пусть мне кто-нибудь покажет один товар или услугу, которая не стоит денег или не соответствует его себестоимости. Для того, чтобы приобрести товар, за него нужно заплатить. Это первое. Для того, чтобы доставить электроэнергию из Ингургэс, несмотря на то, что мы не оплачиваем стоимость электроэнергии непосредственно генерации, надо обеспечить его транспортировку электроэнергии и привести непосредственно к потребителю. Это стоит денег. И не 40 копеек, как это было последние 12 или 11 лет. Утверждение о том, что мы необоснованно подняли тарифы, на мой взгляд, это абсолютный абсурд, грубо говоря, потому что для того, чтобы сегодня обеспечить деятельность нашей компании, которая должна поддерживать энергетическую систему, я не говорю об энергетике, у нас тариф должен составлять не менее 2 рублей 70 копеек. Как раз мы для того, чтобы минимизировать такие серьезные изменения в тарифной политике, и это серьезная, существенная социальная нагрузка на наших потребителей, мы растянули этот период на 5 лет. Я могу сказать, что в Южной Осетии, наверное, живут люди не богаче, чем в Абхазии. У них тариф сегодня для населения превышает 2 рубля 60 копеек. А у нас сегодня тариф рубль. И, на мой взгляд, в данной ситуации нужно понимать, что для нас важнее. Сохранить свой хороший статус и не выглядеть автором проекта или решения по изменению тарифной политики, или в конец потерять энергосистему.